Впереди у них год военной службы. Призывникам из Ингушетии на 12 месяцев придется забыть о гражданской одежде, сне до полудня и жизни без распорядка. Здесь, в стенах военкомата, начинается их служба в рядах вооруженных сил России. Служить они едут по разным причинам, но главное пройти эту школу и взять военный билет. билет я уже сидишь, я سيئلي وجنيجت وجه زياد قاس армия угуйся. С халухари, сидик тач квалари, первую очередь. Могуж мяш стенах катери. Язык илнигит язык. حلقي وأصور حلقي وأصلا سيبويدني سرداني قاسي مشاع وداخيتا إيش ضل عند اللاشق وقص. Традиционно в этот день звучат слова напутствия от старших и родителей. Молодых защитников настраивают на военный образ жизни. Призывают с достоинством провести этот год, показать Ингушетию только с лучшей стороны, как это мы всегда и делали. Разрешите мне от лица главы республики Калимата Махмуда Алимова Шариповича вас сегодня поприветствовать. Сегодня по приказу военного комиссара республики вы уже являетесь солдатами. Наша республика всегда вносила свой вклад. И я уверен, что вы, как ваши отцы, ваши предки, достойно отслужите и вернетесь в строй к своим родителям, которые вас провожают сегодня. Вы идете защищать нашу родину, великую Россию, малую республику Ингушетия, родину. Я надеюсь, что вот здесь стоят родители ваши, мы стоим. Вы нас не подведете, приедете оттуда с опытом, сержантами или там старшинами, званиями, с должностями. На этот раз служить отправляются 25 человек. Они определены в сухопутные войска Москвы и Санкт-Петербурга. 18 солдат-срочников, они в синей форме, пополнили ряды военнослужащих армии противовоздушной обороны северной столицы. Там солдаты проведут месяц, а после будут распределены по бригадам Ленобласти. Служба на хорошем уровне, обеспечивают охрану госграниц Российской Федерации. Молодое пополнение прибудет в воинские части, после чего пройдет стажировку в районе 3 недель, от 3 недель до месяца. После чего также будут заниматься боевой работой, находиться в Ленинградской области, соответственно, сидеть на станциях, следить за станциями, за их боеготовностью и обеспечивать мирное небо над головой. Это предпоследняя отправка солдат-срочников из Ингушетии в этот весенний призыв. Военный комиссариат в этом году получил наряд на 200 человек и с поставленной задачей справился. Было непросто, но задание выполнено. Сейчас у нас еще одна отправка осталась. После этой отправки мы будем подводить итоги, кто доработал, кто не доработал. Лучших будем отмечать. Для солдат организовали концертную программу. И сегодня, несмотря на всю строгость армейского устава, новобранцам позволили нарушить строй и пуститься в пляс. Кто знает, может, это их последняя возможность за будущий год станцевать лезгинку. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.